Здравствуйте! На телеканале Казах ТВ программа «Национальная кухня». Сегодня у меня в гостях Тимур Султанов. Он будет готовить вместе со мной казахское национальное блюдо. У каждой страны есть свои национальные блюда, и они отражают историю, культуру, какой-то образ жизни. И если взять, к примеру, казахские национальные блюда, они отражают наш кочевой образ жизни. Соответственно, наши блюда, они содержат в основном такие мясные продукты, молоко и так далее. Привет, Тимур. Расскажи, пожалуйста, что мы сегодня будем готовить? Здравствуйте, Игорь. Сегодня мы будем готовить наше национальное казахское блюдо, которое называется курдак. Происходит от слова куру. Это в переводе на русский означает жарить. Мы будем использовать сегодня 200 грамм баранины, 200 грамм говядины. Очень сочный говядина. Сочный говядина. Ну и я думаю, наверное, Игорь, грамм 150-200 будем использовать печень. Также лук? мы после обжарки мы добавляем лук, добавим картошку и по вкусу уже соль, перец. Отличается ли твой рецепт от оригинального? Да, Игорь, он немножечко будет Есть свои отличаться. фишки. Мне уже не терпится. Давай начнем с чего? Хорошо, давайте начнем мы с лука, в первую очередь. С лука. В основном курдак готовится, когда режут барашку, берут основное мясо откладывают на бешбармак, а оставшееся мясо, субпродукты такие как сердце, легкие, печень, они используются для приготовления курдака. В нашем более городском варианте мы сделаем просто баранину, говядину, немножко печени и уже добавим картошку с луком. Так как... А почему ты назвал городской вариант? То есть это... ты вот пробовал настоящий, вот, который в ауле у нас готовят? Настоящий, да, я пробовал один раз, Игорь, и там в основном у нас больше мяса. Можно сказать, практически нет картошки. Вообще, я живу в Ирландии, Игорь, и у нас есть похожее ирландское национальное блюдо, похожее на курдак, называется ирландский рагу. Но оно готовится в основном просто из баранины, картошки и морковки. Так, я думаю, наверное, лука нам уже хватит, достаточно. Мы отложим. Что дальше? Сейчас мы добавляем Масло. масло. Наверное, нужно увеличить, да, брат? Давайте. Поставил на 8. Ты рассказывай, как ты попал в Ирландию? Мне было 9 лет, я как раз закончил, если не ошибаюсь, 3-й или 4-й класс. И мою маму на тот момент пригласили работать в Ирландию, так как она вообще закончила консерваторию, она музыкант. Насколько я знаю, и я осведомлен, у тебя очень красивая история любви. В Ирландии ты нашел там жену. Жена из Казахстана. Расскажи, пожалуйста. Совершенно верно, Игорь, да. Как вы познакомились, с чего все начиналось? Вообще, мою супругу зовут Динара. Она у нас училась в Лондоне. Мы с ней познакомились 4 года назад. Где? Нечаянно? Или вот как-то друзья свели? У нас такая очень интересная история. 4 года назад, когда была королевская свадьба принца Уильяма и Кейт, это было весной, в апреле, я приехал к другу в Лондон навестить его, как раз на тот момент он учился там. Он меня пригласил на пикник в Гайд-парке и сказал, что там будут собираться казахстанские студенты. Конечно, мне было очень интересно познакомиться, пообщаться, так как я все-таки давно уже не общался с казахстанцами. И вот там я встретил Динару. Несмотря на то, что я очень долгое время прожил и все-таки до сих пор живу в Ирландии, мы дома все равно готовим наши традиционно казахские блюда. Это бешбармак, это курдак, это баурсаки. И все это делаем из натурального теста, мяса, все вот прочие продукты, и получается действительно очень вкусно. Мы сохраняем эту изюминку казахскую у себя дома, находясь в Ирландии. Когда мы начнем резать? Так, давайте, Игорь, мы сейчас с вами начнем. Вы знаете, я думаю, это будет много, поэтому возьмем грамм 200 баранины. Вот так? Ага. И грамм 200
говядина. Можно нарезать мелкими кусочками, поменьше, чтобы быстро как? пожарить. То есть Да, вот так. потому что вообще курдак это блюдо быстрого приготовления. Так что чем лучше делать мясо вот как ну, бы что вот- потоньше. И что потом? Вот вы год встречались, насколько я понял. Потом поженились. Где у вас свадьба проходила? Как все это было? Свадьба у нас была в Ирландии, Мгм. в старинном замке. Ух ты, Да. круто. Да. Так, Игорь, теперь Нам надо мясо выкладывать, да? мясо бросаем, выкладываем в кастрюлю. Так, у нас есть печень. Так как печень у нас готовится, жарится быстро, я думаю, мы ее чуть-чуть попозже закинем. Добавляем перец, соль. Ага. После того, как мы забросили говядину и баранину, Игорь, Да. мы закрываем крышкой Закрыли. и можем начать с печени. Я, наверное, с картошки, да? начну? Хорошо, хорошо. Что мы делаем дальше? Мы можем это теперь все бросить в нашу кастрюльку. Что добавляем? Давайте мы добавим печень. Давай. В самом начале программы ты сказал, что очень много схожего между ирландской и казахской кухней. Расскажи, пожалуйста, что еще есть как бы схожего или интересного в ирландской кухне? Ну, помимо ирландского рагу, я могу сказать о людях, то, что в Ирландии люди очень Добрые, отзывчивые. отзывчивые, Ага. гостеприимные, как наши казахстанцы. Мгм. Ирландцы очень любят говядину и баранину. Они То есть вот прям мясо. мясоеды, такие же практически, как и мы. Так же, как и в Казахстане, в Ирландии очень любят картошку. Мгм. Картошка одно из основных ингредиентов во многих блюдах. Картошка в мундире, пастуший пирог и прочие блюда. Тимур, расскажи, как ты научился готовить? Я на самом деле очень люблю готовить. По возможности. Кто когда- привил любовь к кухне? Моя бабушка, Роза Мухамеджановна. Она меня с детства учила как бы готовить. Не то чтобы прям учила, а я вот смотрел, наблюдал, потому что она была очень у меня гостеприимный человек тоже. Очень любила готовить и вот гостей накормить вкусной едой. По-моему, осталось буквально 2-3 минуты, и наше блюдо будет готово. Да. Так что мы его будем пробовать. Кстати, пахнет уже изумительно. Стоит только нам добавить буквально чайную ложечку томатного соуса. И все это можно теперь перемешать. У нас осталось минуты 2-3 готовки. Давайте мы тем временем возьмем немножечко укропа и немножечко петрушки, которую можно добавить уже в самом-самом конце. В самом конце для вкуса. да? Для вкуса, да. Теперь мы это можем все перемешать и закинуть нашу зелень. Зелень прям туда закидываем. Прям туда, да. Она как раз пропитается немножечко. И даст немножко пряный вкус. Это на самом деле очень вкусное блюдо. Огромное тебе спасибо за его приготовление. В нем Пожалуйста. есть своя изюминка, оно необычное. Я думаю, по-ирландски необычное, по-ирландско-казахской необычное. Рад, что вам понравилось. Дорогие телезрители, смотрите нас на телеканале Казах ТВ. А самое главное, готовьте вместе с нами. Пока. Что мы делаем дальше? Мы можем это теперь все бросить в нашу кастрюльку. Что добавляем? Давайте мы добавим печень. Давай. В самом начале программы ты сказал, что очень много схожего между ирландской и казахской кухней. Расскажи, пожалуйста, что еще
есть как бы схожего или интересного в ирландской кухне? Ну, помимо ирландского рагу, я могу сказать о людях, то, что в Ирландии люди очень Добрые, отзывчивые. отзывчивые, Ага. гостеприимные, как наши казахстанцы. Мгм. Ирландцы очень любят говядину и баранину. То есть вот прям мясо. мясоеды, Мгм. такие же практически, как и мы. Так же, как и в Казахстане, в Ирландии очень любят картошку. Мгм. Картошка одно из основных ингредиентов во многих блюдах. Картошка в мундире, пастуший пирог и прочие блюда. Тимур, расскажи, как ты научился готовить? Я на самом деле очень люблю готовить. По возможности. Кто когда- привил любовь к кухне? Моя бабушка, Роза Мухамеджановна, она меня с детства учила как бы готовить, не то чтобы прям учила, а я вот смотрел, наблюдал, потому что она была очень у меня гостеприимный человек тоже, очень любила готовить и вот гостей накормить вкусной едой. По-моему, осталось буквально 2-3 минуты, и наше блюдо будет готово. Да, Так что мы его будем пробовать. Кстати, пахнет уже изумительно. Стоит только нам добавить, если не ошибаюсь, 3-й или 4 класс. И мою маму на тот момент пригласили работать в Ирландию, так как она вообще закончила консерваторию, она музыкант. Насколько я знаю и осведомлен, у тебя очень красивая история любви. В Ирландии ты нашел там жену. Жена из Казахстана. Расскажи, пожалуйста. очень интересно. Совершенно верно, Игорь, да. Как вы познакомились, с чего все начиналось? Вообще, мою супругу зовут Динара. Она у нас училась в Лондоне. Мы с ней познакомились 4 года назад. Где? Нечаянно? Или вот как-то друзья свели? У нас такая очень интересная история. 4 года назад, когда была королевская свадьба принца Уильяма и Кейт, это было весной, в апреле, я приехал к другу в Лондон навестить его, как раз на тот момент он учился там. Он меня пригласил на пикник в Гайд-парке и сказал, что там будут собираться казахстанские студенты. Конечно, мне было очень интересно познакомиться, пообщаться, так как я все-таки давно уже не общался с казахстанцами. И вот там я встретил Динару. Несмотря на то, что я очень долгое время прожил и все-таки до сих пор живу в Ирландии, мы дома все равно готовим наши традиционно казахские блюда. Это бишбармак, это курдак, это баурсаки. И все это делаем из натурального теста, мяса, все вот прочие продукты. И получается действительно очень вкусно. В основном курдак готовится, когда режут барашку. Берут основное мясо откладывают на бишбармак, а оставшееся мясо, субпродукты такие как сердце, легкие, печень, они используются для приготовления курдака. В нашем более городском варианте мы сделаем просто баранину, говядину, немножко печени и уже добавим картошку с луком. Так как... А почему ты назвал городской вариант? То есть это... ты вот пробовал настоящий, вот, который в ауле у нас готовят? Настоящий, да, я пробовал один раз, Игорь, и там в основном у нас больше мяса. Можно сказать, практически нет картошки. Вообще, я живу в Ирландии, Игорь, и у нас есть похожее ирландское национальное блюдо, похожее на курдак, называется ирландский рагу. Но оно готовится в основном просто из баранины, картошки и морковки. Так, я думаю, наверное, лука нам уже хватит достаточно. Мы отложим. Что дальше? Сейчас мы добавляем Масло. масло. Нам, наверное, нужно увеличить, да, брат? Давайте. Поставил на 8. Ты рассказывай, как ты попал в Ирландию? Мне было 9 лет, я как раз закончил. Мы вот сохраняем наш вот этот изюминку казахскую у себя дома, находясь в Ирландии. Когда мы начнем резать? Так, давайте, Игорь, мы сейчас с вами начнем. Вы знаете, я думаю, это будет много, поэтому мы возьмем грамм 200 баранины. Вот так? Ага. И грамм 200 говядины. Можно нарезать мелкими кусочками, поменьше, чтобы
Чтобы быстро как? пожарить. А, то есть Да, вот так, потому что вообще курдак это блюдо быстрого приготовления. Так что лучше делать мясо вот как Ну, бы что вот- потоньше. И что потом? Вот вы год встречались, насколько я понял. А, Потом поженились. Где у вас свадьба проходила? Как все это было? свадьба у нас была в Ирландии, в старинном замке. Ух ты, Да. круто. Да. Так, Игорь, теперь Нам надо мясо Теперь укладывать, да? мясо бросаем, выкладываем в кастрюлю. Так, у нас есть печень. Так как печень у нас готовится жариться быстро, я думаю, мы ее чуть-чуть попозже закинем. Добавляем перец, соль. солим. Ага. После того, как мы забросили говядину и баранину, Игорь, Да. мы закрываем крышкой Закрыли. и можем начать с печени. А я, наверное, с картошки, да? Хорошо, хорошо. Здравствуйте! На телеканале Казах ТВ программа «Национальная кухня». Сегодня у меня в гостях Тимур Султанов. Он будет готовить вместе со мной казахское национальное блюдо. У каждой страны есть свои национальные блюда, и они отражают историю, культуру, какой-то образ жизни. И если взять, к примеру, казахские национальные блюда, они отражают вот наш кочевой образ жизни. Соответственно, наши блюда, они содержат в основном такие мясные продукты, молоко и так далее. Привет, Тимур. Расскажи, пожалуйста, что мы сегодня будем готовить? Здравствуйте, Игорь. Сегодня мы будем готовить наше национальное казахское блюдо, которое называется курдак. Происходит от слова куру. Это в переводе на русский означает жарить. Мы будем использовать сегодня 200 грамм баранины, 200 грамм говядины. Очень сочный говядина. Сочной стоит. говядины. Ну, и я думаю, наверное, Игорь, грамм 150-200 будем использовать печень. Также Лук? мы после обжарки мы добавляем лук, добавим картошку и по вкусу уже соль, перец. А отличается ли твой рецепт от оригинального? Да, Игорь, он немножечко будет Есть свои отличаться. фишки. Мне уже не терпится. Давай начнем с чего? Хорошо, давайте начнем мы с лука в первую очередь.